أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Какая обязанность лежит на мне и на тебе? Что мы должны делать? Во-первых, мы обязаны делать все, что в наших силах для того, чтобы оказать помощь нашей религии. Не считай, что помощь твоей религии заключается лишь в том, чтобы ты думал про Ирак, Афганистан, Чечню, Палестину. Помощь твоей религии может оказываться различными методами. Если ты можешь обучать Корану, то обучай. Если можешь дать пятничную проповедь, дай. Можешь написать книгу, напиши. Можешь призывать к одобряемому, призывай. Можешь запрещать порицаемое, запрещай. Любую вещь, которую ты можешь сделать, чтобы запечатлиться в исламе, ищи свое место в исламе, чтобы оставить в нем свой отпечаток. Тебе должно быть стыдно быть слушающим в то время, когда ты можешь выступать сам. Стыдно, если ты, будучи красноречивым, удовлетворяешься тем, что всего лишь слушаешь. Стыдно, если ты в состоянии быть имамом, но тебя устраивает положение стоящего за ним. Стыдно, если ты можешь быть проповедником, но тебя устраивает положение слушающего его. До тех пор, пока у тебя есть возможность сделать что-то для своей религии, является для тебя обязательным делать это. Ты должен выяснить, какой след я оставил в своей религии, каково мое воздействие на тех, кто в моем доме, каково мое воздействие в школе, каково мое воздействие в университете, каково мое воздействие на районе, в котором я живу, как я влияю на тех, с кем работаю. Что касается, братья, того, чтобы мы, видя то положение, в котором находятся мусульмане, ограничиваемся тем, что плачем, проклинаем тех иудеев и христиан, которые притесняют нас и чинят по отношению к нам несправедливость, делаем на них дуа. Действительно, нужно делать дуа на тех, кто творит несправедливость по отношению к нам. Однако мы говорим, что не следует ограничиться лишь этим, плача подобно женщинам из-за потерянных владений, о которых не смогли позаботиться как мужчины. Мы должны изучать, как в подобных ситуациях поступал пророк, саллаллаху алейхиссалям. Пророк, алейхиссаляту вассалям, проходил мимо Биляля, которого мучили, проходил мимо Хаббаба, проходил мимо Сумеи, и то, что он видел, не препятствовало ему достигать поставленных целей. Если бы пророк, саллаллаху алейхиссалям, сидел рядом с Билялем и плакал, когда его истязают, сидел бы у Сумеи и плакал, сидел бы рядом с Хаббабом и плакал, он никого бы не призвал, никто бы больше не принял ислам, и не вышел бы он с ансарами, когда они пришли делать хадж, и не смог бы договориться с ними. У пророка, саллаллаху алейхиссалям, было послание, которое он должен был донести до людей. Конечно же, он испытывал боль, видя то, что происходило вокруг. Несмотря на это, он не позволял всем этим переживаниям заставить его оставить призыв, прекратить побуждать к одобряемому и запрещать порицаемое, и прилагать все возможные усилия на благо религии. Если мы переживаем за то положение, в котором находятся мусульмане, необходимо, чтобы каждый из нас искал место в умме, которое он мог бы занять, а не ограничиваться всего лишь переживаниями и дуа. И тогда, быть может, в судный день, когда Аллах будет его рассчитывать, окажется, что он сделал для своей религии все, что было в его силах.